Эффективно, качественно и с максимальным комфортом. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг продолжает свою работу. Причем списки услуг в режиме одного окна пополняются. Сейчас их более 180. Наиболее востребованными у населения являются услуги Росреестра, Пенсионного фонда и регистрации на Госпортале. Появились и новые предложения. О них и расскажет Лейла Гайсанова. Прийти в МФЦ для оформления и получения документов для жителей Назрани уже давно дело привычное. В основу работы многофункционального центра заложен принцип одного окна, то есть заявитель как можно меньше участвует в сборе справок и документов. Ни один специалист здесь не сидит без дела и, как следствие, довольные клиенты. Раньше я знаю, что все граждане обращались для того, чтобы оформить документы. Им надо было обращаться в разные организации, то приема у них нет, то выходные. А сейчас очень просто. Заходишь, объясняешь свое положение, что тебе надо для этого. Они все очень быстренько организовывают, делают и в одно место обратился, быстренько сделал свое дело и ушел. Заявитель просто приходит в центр, получает талон с номером и ожидает своей очереди. Буквально через несколько минут его вызывают к окну, где он может, что называется, довести дело до конца. Отсутствие длинных очередей – преимущество центра. И все это несмотря на то, что здесь предоставляют 182 услуги. Одна из самых популярных услуг МФЦ – оформление имущества. С земельным вопросом пришел сюда. Без очереди, быстро оформляют, документы принимают. Оперативно, приятный разговор, общение. Все приятно здесь. И удобно людям. Судебные приставы, соцстрах, пенсионный фонд, миграционные, налоговые службы – это не полный список ведомств, чьи услуги предоставляются населению посредством МФЦ. А к предстоящим выборам он пополнился и избиркомом. В центре идет прием заявлений от жителей республики для предоставления им права проголосовать в день выборов президента страны по месту нахождения. Этим правом решил воспользоваться и Ахмед Тачиев. Я прописан в Малгобеке и обратился в МФЦ для того, чтобы на выборах присутствовать тут, в Назрани, потому что проживаю и работаю в Назрани. И на день выборов буду находиться в Назрани. Гражданин будет исключен из списка избирателей по месту регистрации и включен в список на том избирательном участке, который он выбрал. Подать заявление можно не ранее, чем за 45 дней до выборов и не позднее, чем за 5 дней. У нас принимается заявление от заявителей о включении их в список по месту нахождения. То есть любой гражданин Российской Федерации может прийти в МФЦ и проголосовать, может подать заявление, где ему удобнее будет проголосовать. На базе МФЦ, а в республике их насчитывается десяток в разных районах, создали возможность оплачивать и коммунальные услуги. Жители Назрани уже несколько месяцев пользуются этой услугой. Больше не придется стоять в 85-м в очереди в Горгазе. На обслуживание у нас клиента уходит минуты 3-4, и у него должен быть лицевой счет, а также мы можем найти и по фамилии, и по адресу. Прямо здесь оплачиваете, вам отдают квитанцию, что вы оплатили. Отныне клиенты центра избавлены от необходимости собирать документы в различных государственных органах. Обратившийся за госуслугой должен предоставить только документ, удостоверяющий личность, например, паспорт или свидетельство о рождении. Все остальные справки собирает само ведомство. Ввели новую систему межведомственного взаимодействия по республике. Это удобство для заявителей. Любой человек может прийти в МФЦ. И если, допустим, ему не хватает справки о составе семьи, справки с места жительства, он может автоматически записаться у нас и написать заявление. И мы можем сразу же приложить его документы, которые запрашиваются в муниципальные органы, в администрации или в другие региональные органы. Также в многофункциональном центре действует горячая линия, по которой любой желающий может проконсультироваться со специалистом МФЦ, не выходя из дома. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24.